ты готов исполнить советы ушедших отцов. Уважаемые телезрители, братья, сестры и друзья, сегодня тяжело нам всем. Мы прощаемся с молодыми ребятами, истинными патриотами, которые сложили свои головы за сердце нашего Отечества Сухум. Герои не только абхазской национальности, среди них адыги, армяне, русские, осетины, казаки. Родители, воспитавшие героев, оказались не менее сильны духом, чем были их дети, а сестры не менее смелыми и мужественными. Любовь Эфендиева смогла проститься с братом лишь 30 лет спустя. Доброволец из Кабарды Арсен Эфендиев пропал без вести 27 сентября 1993 года, в день освобождения Сухума. 27 сентября 2023 года его похоронили с почестями в парке Славы в Сухуме. По рассказам ребят, у которых я интересовалась, он, говорят, в районе старого поселка в частном дворе был захоронен. Их было 2 человека. И вы сейчас идентифицировали? И 5 лет тому назад сообщили, что там захоронение. Я не знаю, или соседи, или сам хозяин, но сам факт, что сообщили, да, была раскопка. И вот сперва сделали здесь ДНК в Абхазии, у них ничего не выявили, по их словам. Потом отвезли за границу, не знаю точно где. И вот там установили ДНК, анализы сдавала я. И с моими результатами совпадение 99 и 983%. А на день захоронения меня окружили его однополчане. Вот все ребята столько хорошего о нем говорят, что, мне кажется, я на голову выше выросла. На семейном совете решили, что лучше похоронить героя Арсена Эфендиева в Абхазии, ведь здесь он уже 30 лет. Со дня похорон Любовь Эфендиева каждое утро приходит в парк Славы к могиле брата. Мы вчера с сестрой утром в 6 часов туда пошли. Посидели, поговорили, погладили. Сегодня утром я встала в 6 часов, в 6:30 я уже там была. До 8:30 посидела. То же самое, поплакала, поговорила. Теперь я уже буду знать, куда подойти, где погладить. Поэтому есть облегчение. И наш брат младший настаивал, чтобы мы забрали его. Но мы потом в кругу семьи все собрались, решили, что он должен остаться здесь, потому что здесь он будет находиться среди своих. Потому что он сам так решил. Потому что он 30 лет здесь находился, и нарушать таким образом, перевести в другую страну, только лишь из-за того, что мы там живем, и нарушать его покой, мы подумали, это неправильно. Тем более его однополчане очень просили, если есть возможность, оставить, потому что если он будет здесь, мы будем ходить, мы будем смотреть, и мы будем чувствовать, что он с нами рядом. И в общем, решили, что он здесь останется. И после этого дня захоронения я на 100% уже уверена, что мы правильно поступили. С таким почетом его похоронили. Я хочу поблагодарить, к сожалению, пофамильно я и не знаю, и не получится, но хочу всех поблагодарить. Даже тех, которые нас словами поддерживал, за поддержку, за помощь. Каждый год добровольцы вместе с семьями, а также родственники погибших добровольцев спешат в Абхазию, чтобы отпраздновать День Победы. В этом году по приглашению руководства в республику прибыли более 850 человек из Южной и Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Юга России. Часть из них размещены в курорте Пицунда, другие в недавно отреставрированном пансионате «Страна души» на берегу моря в Сухуме.
Брат Мадины Гучевой, Музарин Гучев, пришел в Абхазию в первых добровольческих рядах вместе с Юрием Шанибовым и Султаном Сосналиевым. За свое бесстрашие друзья дали ему прозвище «Дикий». Он пропал без вести в мартовском наступлении, попал в окружение, из которого не смог выбраться. Перед его смертью он в декабре привез Дышейкова Зубера домой в гробу. И моя мама очень просила: Музарин, ты же видишь, я инвалид, не уезжай, пожалуйста. Он сказал: мам, в Абхазии война закончится, я тебя туда отвезу, там красивые места. Я тебе покажу тебя самым лучшим врачам. И вот так мама, умоляя его, она умоляла его, он все равно сказал: мам, ты не понимаешь, что такое война и как там абхазский народ, там дети погибают, там женщины беременные погибают, там матеря погибают. Кто не был на войне, этого никто не поймет. И вот так он выехал сюда обратно и, естественно, пошел на эту войну обратно. И вот 16 марта он попал в окружение, из окружения он не вышел. И к нам пришла весточка, что он пропал без вести. Ну, естественно, это было 16 марта. Бедный, я хочу очень поблагодарить министра обороны Алика Акчача, который ушел в иной мир. Им, брату, было 25 лет, он вообще не был женат, а мне было 26 лет. И я бросила все, а он приехал за гуманитарной помощью. Я говорю: Алик, возьми меня, пожалуйста, на войну. Он говорит: Мадина, ты понимаешь, что такое война? Я говорю: мне все равно, мне надо его найти. Естественно, у меня поиски прошли бесследные. Никто не знал, он без вести пропал, а именно где в окружении он не смог выйти. Потом через 3 месяца я отправила среднего брата Гучева Алексея. Он тоже воевал здесь, тоже искал его. Мы как бы не теряли надежды. Но оказалось, что и он не смог найти его. Потом пришлось в июне приехать. Мама говорит: Мадин, ты понимаешь, один погиб, второй уехал на войну. Говорит, что мне делать? Ну, естественно, я приехала в Абхазию. Я брату села, объяснила, я говорю: я понимаю, говорю, а этот погиб мы не нашли. Тут мама, говорю, тяжелая. Я его забрала и уехала. Спустя год Мадине Гучевой пришла весточка из Абхазии. Нужно было ехать на опознание. Мы приехали в санаторий Головко, где мы его нашли, мандариновые сады, где он был захоронен. Это мы тоже в поисках там. Я сейчас не могу даже вспомнить фамилию этого армянина. И он сказал: а там были у нас вот такие захоронения. Здесь кабардинец, здесь чеченец, здесь, И он говорит: вот здесь, я думаю. И с ним воевал Шухов Залим. Его в ногу ранили, и он говорит: Мадин, ты его, если это он, ты его можешь только найти, на нем моего отца ремень. Ну, естественно, мы пришли, дали людей, которые будут эту раскопку, все. Мы раскопали. Естественно, там кроме костей ничего не было после года. И когда мы уже все вещи доставали, естественно, конечно, там были кости. И в самом деле был этот ремень этого Залима отца. Не скажешь, что это не мое и не оставишь. И вот так мне было 26 лет, вот так я его раскопала. И через год увезла и похоронила дома. Музарину Гучева присвоено звание Героя Абхазии. Ему было всего 25 лет. Я хочу пожелать народу Абхазии мирного неба над головой, чтобы то, что их затронуло, чтобы этой беды и войны никогда не было. И хочу поблагодарить президента Аслана Абжаня, Лялю. Мы ее очень любим, Чамага. И процветания, девочки. Что я могу вам пожелать? Хочу еще заметить Леонида Ивановича, очень хочу поблагодарить. Золотой человек души. Много их, которых перечесть можно. Вот всем вам желаю здоровья и мирного неба над головой. Чтобы этой войны больше не было, чтобы дети, которые растут, не знали, что это такое.
В преддверии празднования Дня Победы герою Абхазии Музарину Гучеву на Гумистинском мосту была установлена памятная плита. Сегодня в честь 30-летия Победы Тамара Тенгизова, мать добровольца Бориса Тенгизова, находится в Абхазии. Женщина не знала, что сын ушел на войну. Старший сын, младший, средний, все его искали. Как-то и дочка, и зять, полковник, сын тоже. Они искали и нашли, что он здесь. Позвонил, да, позвонил. И что сказал, что в Абхазии? Я в Абхазии, я поплакала и перестала. Они говорят, наши братья, наши сестры, надо защищать. Я тогда не препятствовала. Пока не кончилась война, он не приезжал. Всю войну прошел. У него 2 сына прекрасные, а сам он вот от этих болезней, от недоедания, от холода он умер. Когда его не стало? 13 лет уже, 13, как его не стало. 13 лет. Но прекрасных 2 сыновей оставил. Я с ними живу. За храбрость и мужество, проявленные в бою, Борис Тенгизов награжден орденом Леона. Брат Разита Алакаева и Салим Алакаев, как и его боевые товарищи, тоже не сказал родственникам, что идет на фронт. Он прошел всю войну, после служил в вооруженных силах республики, погиб в Кадорском ущелье в 1994 году. Война началась, он уходил. Там мои братья, сестры, им очень плохо, мы должны им помочь. Они наши братья, сестры, мама, у тебя еще сыновья есть, если даже я погибну. Когда последний раз он ушел, мать закрыла дверь, а он через окно и пошел. Последний раз, и после этого он не вернулся. Арсену Хакабанову был всего 21 год, когда он по зову сердца вместе с группой добровольцев по горным тропам пришел защищать Апсны. О том, что сын ушел воевать, мать Раиса Хакабанова узнала только после того, как он был убит в бою. Как вы узнали, что он в Абхазию ушел воевать? Когда уже погиб, нашли нас. Сказали, что ваш сын в Абхазии убили. То есть вы до момента, пока он не погиб, не знали, что он воюет? Нет. А вы не искали? Искали, но сказали, что такого у нас нету. Что В Конгрессе мы ходили, там сказали. много. Вы предполагали, что он сюда ушел, но не могли найти его? Нет. Он сразу сюда ушел. А где он погиб? Чемчийский район, Джаз-Колледж. Сара Даурова, вдова Тимура Даурова, рассказывает, что супруг всегда говорил о том, что абхазский народ нужно обязательно поддержать. Он воевал в добровольческом отряде Юрия Шанибова. Пропал без вести. Нам там сообщили, что он пропал. Спрашивали, он приехал домой, его здесь нету. Мы сказали нету. Я приезжала 3 раза, искала. Ну как искала, спрашивала вот у этого Шанибова, у него я была, он сказал, вот вышел и все, вышел и пропал. Кто-то его позвал, а кто даже не помнит. Вот как вышел с автоматом, одетый в военную форму, все и пропал. Через 2 месяца нашли его и привезли. В Пицунде где-то, я даже не знаю, в Пицунде где-то их 2 было, Пачев, 1 был и Дауров. Их вот так нашли и привезли. Привезли туда, а потом в Кабарду? В Кабарду привезли, там похоронили в селе, где он родился. Каким он был? Каким вы его вспоминаете? Ну как, вот он всегда вот, кому-то помочь куда-то. Это еще когда было в Армении землетрясение, он с работы на своей технике, трактор какой-то был у него, он прямо на этом поехал туда спасать. Он помогал им. Вот такой был, везде вперед. Однажды к добровольцу Адальбею Таву пришли друзья и сообщили, что нужно идти на помощь братьям в Абхазию. И он ушел вместе с ними в августе 92-го. Даже не знала, когда он сюда приехал. Потом я услышала, что он здесь находится. Потом я заплакала, привезли наш сосед
с ним, которые воевали. Потом я заплакала, думаю, как без меня он поехал туда. Неужели правда? Вот так я плакала, бегала туда-сюда, все равно. Он живой приехал, проведывал меня, потом обратно приехал сюда. Он здесь побыл год с детьми. Войны? После войны. Он воевал после войны, он сюда вернулся с детьми. Он здесь побыл. У него сколько детей? 3 было. А он вот когда он вам не сказал, когда он вернулся после войны, вот что-нибудь он рассказывал вам, что здесь происходило? Он рассказывал, думаю, мои соседи, говорит, друг приезжает туда, я только с ним поехал, говорит. Я так не оставил, думаю, наши братья там воюют, как не поехать туда, и поехал, говорит. И все, после этого он и вернулся, и здесь он умер, и привезли. Это он умер после войны, получается? После войны, да, он умер. Извиняюсь, что случилось? У него, знаешь, куда-то ездил на машине. Ездил, потом авария получилась, и серьезная печень получилась после аварии. И он не хотел в больнице лежать, потому что дети здесь убьют, говорит. Без меня я как буду в больнице лежать, говорит. Я домой поеду и буду лечиться. И он лечил. Лечил, и так осталось. Здесь он умер. Здесь, в Абхазии? Да, в Абхазии умер. Потом наши приехали, позвонили, забрали его. Сына я похоронила. Сын Елизаветы Кравцовой, Петр Кравцов, был дважды тяжело ранен, но продолжал воевать. После войны остался в вооруженных силах республики. Погиб при исполнении в Кадорском ущелье в 1994 году. Стояли они, пошли в разведку, и их там обстреляли с ванны. Вот. Тяжелый, очень тяжелый был бой. В общем, погибли, все ребята погибли. Воевал у меня в Приднестровье год. И когда вернулся с Приднестровья, и сразу же ушел, сразу же узнал, что в Абхазии вот такое вот происходит, и он сразу же ушел туда. Здесь дважды был ранен, один раз был ранен в плечо, другой раз тяжелое ранение было в ногу. Вот. Ну, выкарабкался, получил 3-ю группу инвалидности и все равно остался здесь, в Абхазии, вот, в вооруженных силах Абхазии. Ну, вот так вот, видите, не повезло. Ну, я очень рада абхазскому народу, что вот они не забывают нас, что всегда, как бы ни было, мы всегда чувствуем своих братьев, что они о нас думают, что они нас беспокоятся, что они хотят, что вы нас приглашаете сюда. Человек-душа с теплым взглядом и открытой улыбкой. Так вспоминают одного из легендарных воинов, сложивших свою голову за свободу Абхазии, Гену Карданова. Он бы никогда не бросил друзей в беде, рассказывает сестра героя Изольда. Столько героизма, и вот его образ как-то даже не совмещается. А на самом деле все-таки я и не знала, хоть мой брат, что в нем столько героизма было, может, все равно тоже природа его так одарила. А так с малых лет он и танцевал, и шутил, и в школе его так про него говорили. Постоянно он за себя вот никогда не хвастался, то это сделал, а вот за других ребят все рассказывал. Вот дважды приезжал, он вот это так сделал, вот другой. А если самого спросишь, да, так, воюем, все. Но точно говорить, я знаю, что хоть и маленькая Абхазия, но на его сторону столько народов, добровольцев стало. Иначе не может быть. Победа будет точно за нами. Вот его слова я помню точно.
У него друзья тут были. Он все время говорил, мои братья с Абхазии. Но я их лично тогда не знала, но по его рассказам я знала, что если его друзья-братья, это точно они заслуживают. Он вообще за всех переживал. Человек душа, вот открытая душа, у нас про него так говорили. С малых лет со всеми, кого обижает, он защищал. Вот так. А так драться сам не любил, но мирить он всех очень любил. 14-го тут же война началась, 15-го я домой поехала. Он позвал меня, ты слышала? Говорит, я да, слышала, но, говорит, если ты туда поедешь, я точно тогда так сказала, мать, наверное, не переживет. Он говорит, нет, я не поеду, наверное, ты что, так-сяк. А 16-го он в отрасли торговли тогда работал. И говорит, я за товаром поеду, сейчас приеду. Выехал, сутки его нет. А у меня в голове сразу, точно он туда поехал. Он с Хадисом Асаевым сюда приезжали. Вот в первые дни я знаю. Хадиса тоже убили в Кварчале. Его раньше убили в январе, его похоронили. Потом порасспросили, узнали, в Конгресс к нам поднялись, говорит, да, он в добровольцах. Я говорю, все, война не закончится, он туда точно оттуда не приедет. И получилось так, что навеки. Но он за Абхазию, за маленькую тогда Абхазию сражался. Хотел вот это все увидеть. Какие-нибудь весточки присылал вам туда? Вот Он дважды приезжал, и то с Шардановым, когда его убили, тело привозил. И после похорон Хадиса Масаева, он сам в Кварчале тогда был, не мог приехать, но все равно не мог, наверное, оставить. Приехал к ним родителям, детей увидел, приехал оттуда такой грустный, долго-долго сидел, говорит, мне, говорит, жаль его детей. Говорит, я что-то типа подарка, говорит, им хотел отдать, а они, ты нашу папу привезешь? Вот так, говорит, спросили, и я не знал, говорит, что им ответить. Но я знаю, говорит, что их отец героем был, сражался хорошо. Он очень за своих ребят тогда переживал, как они без меня будут. Я точно, пока война не кончится, не смогу приехать. Вот последние слова для мамы. Но он еще говорил, не дай Бог, меня убьют, если сюда привезут, это очень хорошо. А вот если вы мое тело не найдете, меня не привезут сюда, вот это я тогда, говорит, дважды погиб. Гина Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда. Герой Абхазии покоится в родном селе Аргудане. В Абхазии чтят, помнят и знают о подвиге добровольца. Вот недавно мы по набережной гуляли вдоль драмтеатра или что-то там стоит, я не знаю. Там были выставлены фотографии, и на нем Гена тоже был изображен, других я не знаю. Но мне интересно было, молоденькие подходят, вот молоденькая совсем девчонка подошла, говорит, вы знаете, говорит, его? Я говорю, да, он мой брат. Ой, говорит, вы сестра Гены, так обняла меня, говорит, он такой человек, такой герой. И мне вот, не знаю, хотя они молоденькие, все равно по рассказам, как легенду знают. Старшие, они кланятся. Спасибо вам за сына, вот так. Я очень рада, что он отдал свою жизнь недаром. Мне так кажется. Пусть душа их не успокоится. Спасибо Абхазии. Все равно не забывают, 30 лет, каждый год возят. Матерей некоторых уже нету давно, умерли. Моя мама тоже хотела, еще бы хотя бы Мама раз. часто приезжала? Да, приезжала. Она каждый год приезжала. Сколько лет? Вот если 10 лет отсчитать, со скольких его возили. Наверное, 5-6, если не больше, она приезжала сюда. И уезжала, как будто своего сына видела. Ну, по рассказам, везде про него говорили. И душа у нее тоже успокоилась, знала, что недаром сын погиб. Хотя 25 ему было, 26 убили, 2 детей осталось. Хорошие такие Азамат и Жанета.
Точку за 2 месяца был, я приехал сюда. А сыну, может, уже год и уже 8 месяцев. Веря в безоговорочный перевес своих сил, 14 августа 1992 года в Абхазию вторглись войска Госсовета Грузии. План был уничтожить абхазский народ за несколько дней. Уже 15 августа на помощь абхазам горными тропами пришли братья-добровольцы из республик Северного Кавказа и Юга России. Был создан штаб Конфедерации горских народов Кавказа. Вместе с абхазским народом они храбро защищали Апсны. 30 сентября 1993 года враг бежал. Была одержана долгожданная победа. Земной поклон народам, которые воспитали таких героев. Готов исполнить советы ушедших